Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова. 4 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши, Туркменистана. В международном аэропорту высокопоставленного гостя с особой теплотой встретил председатель Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемый Гурбангулы Бурдимухамедов. Аэропортовая площадь была украшена государственными флагами двух стран, а в знак уважения был выстроен почетный караул. 4 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши, Туркменистана. В международном аэропорту Туркменбаши президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло встретил председатель Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемый Гурбангулы Бурдимухамедов. В честь высокопоставленного гостя площадь аэропорта была украшена государственными флагами и выстроен почетный караул. В ходе этого визита глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, примет участие в третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В рамках рабочего визита в Туркменистан 4 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в аэропорту города Туркменбаши провел встречу с председателем Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемым Гурбангулы Бурдимухамедовым. В ходе беседы стороны обменялись теплыми словами приветствия и подчеркнули значимость текущей международной конференции. 4 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в аэропорту города Туркменбаши встретился с председателем Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемым Гурбангулы Бурдимухамедовым. В начале беседы Гурбангулы Бурдимухамедов приветствовал главу нашего государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в городе Туркменбаши и пожелали ему приятного пребывания и плодотворного посещения. Уважаемый Эмомали Рахмон выразил удовлетворение подходящим моментом для встречи с руководством Туркменистана, пожелал успехом туркменским братьям в работе весьма важной международной конференции. В этом контексте состоялась плодотворная беседа относительно широкого круга вопросов, связанных с отношением дружбы и многогранного сотрудничества двух дружественных стран. Большое внимание было уделено путям расширения политических, торгово-экономических и культурных связей. Также состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных тем. 5 августа в городе Аваза президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющимся выхода к морю. В своем выступлении глава государства отметил важность международного сотрудничества в сфере устойчивого развития, транспорта, энергетики и охраны окружающей среды, а также подчеркнул активную роль Таджикистана в продвижении климатической и водной повестки. 5 августа в городе Авазе, Туркменистан, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил с речью на третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил признательность руководству дружественного Туркменистана и Организации Объединенных Наций за проведение сегодняшней важной международной конференции на высоком организационном уровне и теплый прием. Было подчеркнуто, что с точки зрения результатов и всестороннего анализа процесса реализации Венской программы действий на 2014-2024 годы данная конференция имеет особое значение для группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что это мероприятие позволит нам оценить итоги с акцентом на преодоление существующих препятствий и определить приоритетные направления на мобилизации наших дальнейших усилий. Президент
Таджикистана обратил внимание участников конференции на необходимость создания эффективных механизмов обеспечения устойчивого развития, устранения проблем, связанных с транзитными и инфраструктурными ограничениями, реализации совместных проектов в сфере энергетики, а также развития других социальных инфраструктур в странах, не имеющих выхода к морю. Было подчеркнуто, что в современных условиях факторы уязвимости становятся все более выраженными из-за геополитической напряженности, финансово-экономических кризисов, изменения климата и других глобальных рисков и угроз. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что в этом контексте Таджикистан с учетом приоритетности транспортной и энергетической сфер придает особое значение ускоренному развитию этих направлений. Среди других усилий Таджикистана были названы введение постоянных работ по цифровизации и приведение торговых и таможенных процедур в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, а также другими международными стандартами. Глава нашего государства также отметил, что Таджикистан с учетом своего гидроэнергетического потенциала придает особое значение обеспечению энергетической независимости и развитию этой отрасли. В этой связи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что реализация национальной стратегии развития зеленой экономики до 2037 года позволит Таджикистану в перспективе полностью перейти на выработку электроэнергии за счет возобновляемых источников. Особое внимание было уделено вопросам негативного влияния последствий изменения климата на экономику и экосистемы наших стран. Глава нашего государства подчеркнул, что Таджикистан на протяжении последних 20 лет в качестве ведущей страны принимает активное участие в продвижении международной повестки в области водных ресурсов и климата. Была подчеркнута необходимость принятия срочных мер и осуществления эффективных совместных действий на глобальном уровне для сохранения источников питьевой воды, особенно ледников. Была выражена уверенность в том, что итоги международной конференции по сохранению ледников, состоявшихся в этом году в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в Душанбе, послужат продвижению важных глобальных процессов в области водных ресурсов, климата и устойчивого развития. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что реализация резолюции Организации Объединенных Наций об объявлении 2025-2034 годов десятилетием действий по криосферным наукам, принятой по инициативе Таджикистана и Франции, будет способствовать усилиям международного сообщества в этом направлении. Также была поддержана инициатива международного сообщества увеличить финансирование мер по защите климата и ликвидации последствий стихийных бедствий. В завершение своего выступления президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что результаты совместных усилий сторон в этом направлении станут еще одним действенным фактором достижения целей устойчивого развития. Подобные созидательные подходы, несомненно, создают соответствующие возможности для решения проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, устранения препятствий на пути их дальнейшего экономического и социального развития. 5 августа текущего года в Душанбе в зале Министерства здравоохранения и социальной защиты населения прошло заседание Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана. Подробности в материале наших коллег. В мероприятии приняли участие заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, председатель Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в городе Душанбе Шохьон Абдурахим, члены Исполнительного комитета, депутаты городских и районных маджлисов народных депутатов, руководители первичных партийных организаций, члены представительства молодежной организации Созандагони Ватани, активисты партии. Заседание открыл председатель Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в городе Душанбе Абдурахим Шохьон, озвучив повестку дня. В рамках заседания был заслушан отчет председателя Исполнительного комитета о деятельности городских структур партии за первое полугодие 2025 года. Особое внимание было уделено презентации новой инициативы под названием «400 дней инициативы», направленной на достойную подготовку к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Абдурахим Шохьон подчеркнул, что столичные партийцы стремятся внести значимый вклад в процветание и благополучие Родины.
С докладами и предложениями также выступили заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода и другие ответственные лица. В своих выступлениях они осветили деятельность партийных структур по ряду ключевых направлений: повышение политической и правовой грамотности молодежи, эффективное использование социальных сетей, поддержка депутатских инициатив по развитию городской инфраструктуры, усиление роли женщин в семейном воспитании, а также вовлечение молодежи в созидательные процессы и профилактику распада молодых семей. По итогам обсуждения деятельности исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в городе Душанбе за отчетный период была признана удовлетворительной. Первый заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана Малик Шони Мацуда выразил признательность столичным партийцам за их активный вклад, подчеркнув, что Народно-демократическая партия Таджикистана с момента своего становления под руководством основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, стала важным политическим институтом, сыгравшим ключевую роль в укреплении национального единства, сплоченности и независимости. В завершение заседания были приняты соответствующие решения по расширенным вопросам. Недавно группа журналистов из Таджикистана отправилась в ознакомительную поездку в Кыргызскую республику. Это мероприятие стало возможным благодаря инициативе лидеров двух стран – президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Среди участников поездки были и наши коллеги. Первым пунктом ознакомительной программы представителей масс-медиа Таджикистана в Кыргызской республике стал национальный парк Ала-Арча, расположенный на высоте 2200 метров над уровнем моря. Основанный в 1976 году, парк славится своим разнообразием флоры и фауны, насчитывающим почти 800 видов растений. Это место привлекает как местных, так и иностранных туристов, желающих насладиться красотой природы. В ходе поездки журналисты также посетили два информационных агентства – Национальное информационное агентство «Кабар» и телеканал Ала-24. Заместитель директора агентства «Кабар» Халида Эргашева поделилась опытом работы своего учреждения, подчеркнув важность информации в современном мире и необходимость сотрудничества между СМИ двух стран. Таджикские коллеги также высказали свои мнения о заполнении информационного пространства. Телеканал Ала-24, основанный в 2016 году, активно использует современные технологии и социальные сети для расширения своей аудитории. В ходе беседы с журналистами стало очевидно, что кыргызские СМИ стремятся к эффективному освещению событий как внутри страны, так и за ее пределами. Следующим этапом путешествия таджикских журналистов стало ущелье Керчин, известное своим живописными пейзажами и развитой инфраструктурой для проведения спортивных мероприятий. Здесь проходят тренировки по традиционным видам спорта, включая конный спорт и метание копья. Ущелье стало также площадкой для всемирных игр кочевников, привлекая туристов со всего мира. Культурный центр Рух-Ордо, носящий имя народного писателя Кыргызстана Чингиза Айматова, стал завершающим аккордом поездки. Расположенный на берегу живописного озера Иссык-Куль, этот центр стал символом культурного наследия страны. Таджикские журналисты получили уникальную возможность прокатиться на катере по водам Иссык-Куля, насладиться его природной красотой. Эта поездка еще раз подтвердила, что дружба и сотрудничество между народами – залог успеха и процветания двух стран. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.